Шалом, хаверим, мы находимся сейчас в канун Рош Ходеш Кислев, первый день месяц Кислев. Это большой праздник. Наш Ребе 1977 года, после инфаркт, тяжелый инфаркт, который у Ребе был в Симхат Тора, 5 недель Ребе был у себя в офисе, и в первый день Кислев Ребе наконец-то вышел и пошел домой здоровье. Это стал вечный праздник для Хабада и для всего еврейского народа. В шаббат будем читать глава Толдот. Начинается глава со словами «Вот родословие Ицхака». И интересно, что есть такая подобная глава уже в начале книги Берешит «Вот родословие Ноаха». И та глава называется глава Ноаха. А тут не называется глава Ицхак, а глава родословия, Толдот. Почему? Потому что родословие – это наши добрые дела. И в нашей недельной глава говорит о добрых делах, которые делал Ицхак и Ривка. Поэтому тут более внимание идет, на что человек делает. Поэтому глава называется родословие. И что такое родословие? Наши добрые дела – это вещи, которые создают то же самое, как плоды. Как человек носит плоды в нашей жизни. Есть двумя способами. Один – мы рожаем детей, Барух Ашем. У нас дети, внуки. У каждого человека вот это его плоды. И то, кроме этого, есть еще добрые дела, которые человек делает. Это тоже плоды. Почему? Это что-то, которое кто-то другой может от этого иметь удовольствие. И то же самое, как растет дерево. Если там яблоко есть, мы можем говорить браху и кушать это яблоко. И мы имеем удовольствие с этого яблока. То же самое человек, который делает добрые дела, другие люди имеют удовольствие с его добрые дела. И вот был хасид один, который он был шлихом Ребе, посланник Ребе в какой-то город. Это было Рош ха-Шана, уже после обеда. Он уже с утра был в синагога, читал, трубил шофар, еще раз читал, был хазаном, читал Тора, еще трубил шофар. И наконец-то в 4 часа дня он пришел домой. И только он хочет уже немножко отдохнуть, он вспомнил, что есть один еврей в городе, который всегда приходил в синагогу, и в этом году он его не видел. И он живет 2 часа, что добраться к нему домой надо идти пешком 2 часа. И это раввин уже был так уставший, но он же шлих Ребе, он встал, взял шофар в рука и пошел пешком 2 часа. Ближе к 6 вечером пришел к нему домой, нашел этого еврея и спросил, почему вас не было, я пришел, что трубить вам шофар. Говорит: ой, Ребе, я сегодня прошел тут, рядом со мной есть синагога, я там все слышал, трубление шофар. Короче, это раввин вообще чувствовал, что он вообще ничего не делал. Кроме того, что он еще не отдохнул, оказывается, это еврей уже слышал шофар. То есть он как будто пошел зря 2 часа. Но, что он ему сказал: гит йомтев, гит юр, и пошел к себе домой. Несколько недель после этого звонит этому раввину одна женщина. И говорит: вы раввин, вот эта синагога? Говорит: да. Говорит: смотрите, я всю жизнь, я еврейка, но я как-то не чувствовала сильно близко к иудаизму. Но я несколько недель назад, оказывается, это было на Рош ха-Шана, когда он пошел 2 часа пешком, я через окно вас видела, 2 раввина ходите, вы с вашего друга, и я вспомнила, что я вообще-то родилась еврейкой, я хочу немножко учиться больше и приблизиться, учить Тору, углублять мои знания. И вот это мы видим, насколько добрые дела человека, даже когда он не понимает, что я делал, что я успел делать. Может, это какие-то маленькие вещи, которые не имеют никакого значения. Такого нет. Все, что мы делаем, оно имеет влияние. Если это добрые дела, оно обязательно будет иметь какое-то хорошее влияние. Оно может через 5 минут мы уже видим результат, а может через 5 месяцев или больше даже. Но все равно добрые дела. Вот это наша недельная глава. Вот Толдот Ицхак, родословие Ицхака. И так что это происходит, вот мы сейчас находимся в пятнице, это же Рош Ходеш Кислев. Рош Ходеш Кислев, первый день Кислева, всегда приходит рядом с Кинус Шлухим Аолами, мировое собрание посланников Ребе, которые представим себя 6000, больше даже посланников Ребе, которые приходят со всего мира. Каждый представляет свою общину, свой город, свою область или свою страну. Получается, что все евреи в мире
иметь часть в это большое собрание, которое всегда происходит в дни месяца, последние дни месяца Хешвана, ближе к Рош Ходеш Кислев, в день, который наш Ребе стал здоровый. Это имеет значение большое, что когда Ребе видит вот эта работа посланников, что свет Всевышний происходит по всему миру, это добавляет наше Ребе здоровье. И без Раташем скоро увидим приход Машеха. Это уже будет конечный результат работы нашего Ребе все эти годы, что весь мир уже будет полным в открытом видом божественный свет. Всем шаббат шалом, ходеш тов, шаббат шалом, зайт гизант.